Информационная программа «Новости». С вами Матлиба Раджабова. Добрый вечер. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении судей. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Шарифзода Мавджуду Рауфи от должности председателя Худжанского городского суда Сагдийской области. Мирбобзода Хабибулла Мухаммад Аюби от должности председателя района Деваштич Сагдийской области в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи. Освободить Давладзода Искандара Саадулу от должности судьи суда Хатлонской области. Расулзода Мухаммада Аслидина от должности судьи суда Хатлонской области. Ализода Эраджа Асадулло от должности судьи суда Худжанского городского суда Сагдийской области. Аминзода Фирузу Бахроми от должности судьи суда Худжанского городского суда Сагдийской области по собственному желанию. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 18 мая 2021 года. В городе Душанбе под председательством Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан Амунат-банк прошло совещание экспертов и координаторов межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества. 17-18 мая 2021 года под председательством Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан Амунат-банк прошло совещание экспертов и координаторов межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества. На данном мероприятии очно присутствовали делегации Государственной корпорации развития Внешэкономбанк Российской Федерации, Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, РСК банка Кыргызской Республики, а также Банка развития Казахстана. С целью обеспечения участия уполномоченных финансовых институтов всех сторон были созданы необходимые технические условия, что позволило делегациям из Государственного банка развития Китая, Хабиб-банка Пакистана, а также Индийской инфраструктурной финансовой компании принять участие в совещании в удаленном режиме. Наряду с делегациями банков на прошедшем мероприятии присутствовали ответственные сотрудники из секретариата ШОС. В ходе совещания был обсужден широкий круг вопросов взаимного сотрудничества, в частности, расширение сотрудничества с финансовыми институтами государственных наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, взаимодействие с международными финансовыми институтами, действующими на пространстве Шанхайской организации сотрудничества и в Азиатском регионе, а также другие вопросы. Одним из основных вопросов совещания являлось обсуждение принятия стратегии дальнейшего развития межбанковского объединения ШОС на среднесрочную перспективу 2022-2026 годы в новой редакции. Стратегия включает в себя ответственное финансирование и внедрение зеленых технологий в экономике стран организации. ВЭБ представляет Российскую Федерацию межбанковского объединения ШОС много лет. Мы являемся активными партнерами и промоутерами многостороннего сотрудничества в рамках объединения. Не является исключением и работа в рамках председательства Таджикистана в ШОС и, соответственно, коллег из Сберегательного банка Таджикистана, как председательствующими на этих мероприятиях, связанных уже с тематикой межбанковского объединения. Мы отработали вчерашний день основную повестку дня. Основная повестка дня – это, конечно, прежде всего работа над формулировками, планами, задачами по новому этапу развития. А этот новый этап развития будет оформлен в виде стратегии развития межбанковского объединения на предстоящий плановый период. На уровне экспертов и координаторов речь идет о том, что работа носит предварительный характер. Окончательные акценты в стратегии развития объединения будут поставлены главами наших институтов, которые входят в объединение, на мероприятие, которое запланировано на сентябрь текущего года, здесь также в Душанбе. Важно еще также то, что произошел обмен мнениями о текущей деятельности банков, членов объединения, о том, какую роль они играют в преодолении последствий COVID-19. И, наверное, еще более важно, какие меры они планируют для того, чтобы выйти или помочь национальным экономикам выйти на трек устойчивого, инклюзивного
роста. Мы очень довольны тем, как организовано это мероприятие коллегами из Сберегательного банка Таджикистана. Это удобное помещение, удобный формат. Мы находимся все вместе, дает возможность экономить массу времени и конструктивное взаимодействие. Напомним, что межбанковское объединение создано в 2005 году как инструмент содействия в реализации проектов экономического сотрудничества, которые утверждены государствами Шанхайской организации сотрудничества. Зумрат Файзиева, Бахудур Курбонов, Рано Азизи. Новости. В целях развития внутреннего туризма по инициативе Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан и Министерства внутренних дел открыт новый туристический маршрут Душанбе, Дангара, Восе, Кулоб, Ховалинг, Балдживон. Этот маршрут позволяет отечественным и иностранным туристам посетить исторические места и уникальную природу городов и районов Дангара, Восе, Кулоб, Ховалинг, Балдживон. Более 50 представителей министерств, ведомств, средств массовой информации первыми отправились по новому туристическому маршруту Душанбе, Дангара, Восе, Кулоб, Ховалинг, Балдживон, разработанному совместно с Комитетом по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан и Министерством внутренних дел Республики Таджикистан. Маршрут начался с Васейского района. На въезде в район наибольшее внимание привлекли аллея и памятник герою таджикского народа Восе. Далее все направились в крепость Хульбук. Сегодня туризм – одна из ведущих и быстро растущих отраслей экономики. Признавая роль этого сектора в национальной экономике, развитие туризма было определено как одно из приоритетных, а 2019 по 2021 годы объявлены годами развития села, туризма и народных ремесел. Благодаря инициативе высшего руководства государства и правительства и льготам, предоставляемым государством в этой области, увеличилось количество гостиниц и другой инфраструктуры. В ходе поездки участники посетили мавзолей Мир Саид Али Хамадони. Такие исторические места привлекают большое количество туристов. Также в рамках презентации нового туристического маршрута и в честь 30-летия государственной независимости в районе Ховалинг была организована концертная программа. В рамках годов развития села, туризма и народных ремесел в Ховалингском районе построен и сдан в эксплуатацию современный гостиничный комплекс, который обслуживает туристов. Район Ховалинг богат историческими и культурными достопримечательностями, прекрасной природой и экологически чистым климатом. Можно с уверенностью сказать, что любой турист в этом регионе сможет насладиться чистым воздухом, прекрасными видами и экологически чистыми, вкусными фруктами и овощами. За последние 2 года количество туристов в этот район увеличилось более чем в 2,5 раза. Презентация маршрута продолжилась в районе Балдживон, где туристы посетили Дворец культуры и крепость Мири Балдживон, а в Дангаринском районе Дворец культуры и комплекс Хурам-Шахр. В этих местах огромное внимание уделяется развитию туризма и созданию необходимой туристической инфраструктуры и гостеприимству. А сочные фрукты, солнечная погода, природные ландшафты редкой красоты, высокие горы, целебная вода и интересные народные традиции привлекают еще большее внимание туристов. Зумрат Файзиева, Рано Азизи. Новости. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.